Доброе утро! В эфире телеканалов Якутия-24 НВК Саха «Утро Якутии», а значит, в Якутии наступило утро. Сегодня на календаре 25 июня, пятница, наконец-то заканчивается рабочая неделя. И это утро заключительное на этой рабочей неделе. Встречаем с вами мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. И сегодня в нашей программе наши коллеги из Хандыки расскажут вам о подростках, работающих вожатыми в летнем лагере. Также мы узнаем, кто такой бренд-шеф и чем он занимается. А в рубрике «Мой питомец» мы расскажем о том, как содержать ворона в домашних условиях. Ну а в конце программы приготовим вкусный, пятничный, полезный завтрак. Да, помимо этого нас ждут интересные гости и, конечно же, традиционные рубрики. По традиции наш пятничный эфир мы завершим замечательным музыкальным номером на крыше нашей телекомпании. Ну и, конечно же, не забывайте про обратную связь на WhatsApp по номеру 8 914 273 4488. Можете присылать свои приветы, поздравления, пожелать всем доброго утра. Также не забывайте про нашу страницу в Instagram _, Якутии. Ставьте лайки, комментируйте сюжеты, материалы из наших выпусков. Ну а теперь самое время узнать, какая погода нас ждет сегодня. 6 часов утра температура воздуха составила 15-18 градусов тепла. В Заречной группе 13-19, в Южных 13-14, в Вилюйской группе 16-18, в Нижнеленских до 15-21 градуса, в Западных 14-17. В Колымы-Дигирской группе местами 13-23, в Янских 9 и 14, на северо-западе в Тиксе до 1 градуса, а в Оленьке до 15 градусов тепла. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра 19 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем в Якутске преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов. Жара не отступает в столице республики, но благо вчера вечерочком пролил такой хорошенький дождь, и в принципе это можно назвать небольшим событием. А кстати, да, синоптики нам обещают до конца месяца вот такую аномально теплую, жаркую погоду. Ну, я думаю, мы это обязательно выдержим. Ну, о других событиях в республике за ее пределами расскажет наша информационная служба. Передаем слово нашему коллеге, новостному обозревателю Сергею Михедову. Якутия, доброе утро. Наш эфир продолжает выпуск новостей. С 1 июля пенсии и другие социальные пособия должны будут перечисляться только на карты национальной платежной системы МИР. Соответственно, для того, чтобы выплаты приходили вовремя, всем получателям необходимо оформить карту этой системы. Если такая карта у пенсионера уже есть, но он ею просто не пользовался, то нужно сообщить реквизиты карты в отделение ПФР до 1 июля. Но если пенсионер не успеет до этого срока оформить новую карту, то, конечно же, его пенсия никуда не денется. Например, если выплаты производятся на карту Сбербанка, то банк автоматически откроет текущий счет, с которого средства можно будет получить в кассе. Молодые ученые СВФУ разрабатывают биокомпозитные медицинские изделия, искусственную кожу. В качестве основы ученые используют материал полилактит, термопластичный полимер молочной кислоты. Полученные из него материалы выдерживают температуру 170-220 градусов по Цельсию. Чтобы полностью разложиться в живом организме, полилактиду требуется от 6 до 18 месяцев в среднем. Как отмечают сами исследователи, материал не вызывает никаких аллергических реакций, а также не требует повторного нанесения подложки. Благодаря этому ткани заживают без рубцов и шрамов. В настоящее время ученые лаборатории разрабатывают матрицы для дермальных эквивалентов. Буквально на днях у нас начались исследования на лабораторных крысах наших дермальных эквивалентов. То есть у нас будут различные группы крыс. Мы будем исследовать биосовместимость, биоразложение полилактида и также его свойства, ну то есть прям в поле, как он хорошо работает, да, как конечный продукт. У нас будут подложки, ну то есть полилактидные подложки с фибробластами крысиными, мы их будем накладывать на ранки, и также будут подложки из чистого полилактида.
Сегодня День работника статистики в России. С 25 июня 1811 года начинается история госстатистики в стране. Доказано, что статистика нужна для государственного управления, планирования и прогнозирования экономики. В Якутии количество наблюдаемых организаций торговли и сферы услуг обширно. Например, в этом году в наблюдение входит 1324 предприятия. Из них свыше 780 магазинов. Работники Сахастата регистрируют цены в Якутске, Мирном, Нерюнгре, Алекминске, Вилюйске и в поселках Зырянка и Усть-Нера. Спасибо, Сергей. А мы продолжаем. У нас на очереди утренняя зарядка. Напомним, что на этой неделе нашими помощницами выступают члены сборной Якутии по художественной гимнастике. Итак, начинаем. Здравствуйте, меня зовут Александра Бронских, я тренер по художественной гимнастике. Сегодня мы покажем вам утреннюю разминку, которую вы сможете повторять в домашних условиях. В этом мне помогут гимнастки сборной Республики Саха-Якутия и воспитанницы спортивного клуба «Либерти». Давайте начнем. Итак, ноги вместе, руки в замок. Готовы. И раз, два, три, разминаем ножки, 4, 5, 6, 7, 8. Другая ножка. Раз, два, 3, 4. Активнее. 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки положили на коленочки. Начинаем вращательные движения в правую сторону. И раз, два, 3, 4. Влево. И 5, 6, 7, 8. Повторили. И раз, два, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Молодцы. Ноги на ширине плеч. Начинают работать плечики вверх-вниз. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два. Внимательно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки в стороны. Пальчики сжали в кулачок. Сгибаем локоточки. И раз, два, 3, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Работают ручки и круговые движения. Раз, два, 3, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ручки оставили с левой стороны, ножки на ширине плеч. Круговые движения можно. И раз, два, 3, 4. Стоим. 5, 6, 7, 8. Раз. Ниже. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Это упражнение поможет вам развить свою гибкость. Итак, ручки в замок. Делаем наклоны к ножкам. И раз, два, три, стоим. Раз, два, три, стоим. И раз, два, три, стоим. И раз, два, три, стоим. Отлично. Ножки вместе. Начинаем бег на месте. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Глубокий вдох и выдох. Держим складочку. И раз, коленочки затянуты. 2, 3, растягиваем позвоночник. 4, 5, колени прямые. 6, 7, 8. Замечательно. Сделали снова глубокий вдох и закончили разминку. Выдох. На этом наша разминка закончена. Надеюсь, что вы повторяли все движения вместе с нами. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Собственно, нужно переходить уже к знаменательным событиям сегодняшнего дня. 25 июня 1811 года манифестом императора Александра I было учреждено Министерство полиции, а в его структуре, в свою очередь, появилось статистическое отделение. И помимо этого, какие еще события произошли 25 июня за всю историю мировую, такие самые знаменательные, мы сейчас узнаем из нашей рубрики. 25 июня отмечают День моряка, один из праздников ООН. Также сегодня День дружбы и единения славян и праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. 25 июня стартует Ильминский фестиваль авторской песни. Он проводится начиная с 1973 года на берегу Ильминского озера в Челябинской области. По народному календарю, если 25 июня была ясная погода, считали, что покос будет успешным, а если шел дождь, то ждали ненастья и во время сенокоса. 25 июня 1857 года вышло первое издание книги французского поэта Шарля Бодлера «Цветы зла». Произведение стало предтечей декаденства. 25 июня 1876 года американский рыбак Альфред Йенсен отправился в первый в истории одиночный рейс через Атлантику. Свое путешествие он совершил за 46 дней. 25 июня 1950 года началась Корейская война, в результате которой появилась демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей. 25 июня 1959 года в Москве открылась первая в СССР американская национальная выставка. 25 июня 1852 года родился Антонио Гауди, испанский архитектор. В этот день в 1903 году на свет появился Джордж Оруэлл, английский писатель и публицист, автор антиутопических произведений. 25 июня 1907 года родился Арсений Тарковский, советский поэт, переводчик и прозаик. В этот день в 1975 году родился Владимир Крамник, российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер. Именины в этот день празднуют Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Ануфрий, Петр, Степан, Тимофей и Юлиан. Доброе утро. Ну, как мы уже и говорили, ровно 210 лет исполняется со дня образования органов статистики в России. И сегодня гостем нашей студии Ирина Кулунтарьевна-Гаевая, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха-Якутия. Ирина Кулунтарьевна, доброе утро, с праздником вас. Но вы частый гость в нашей студии. Интересно узнать, почему вы связали свою жизнь со статистикой и сколько лет вы в этой службе? Здравствуйте. В статистике я работаю уже больше 30 лет, а если быть точнее, то уже 34 года. Когда я устраивалась в статистику, у меня даже планов не было, даже мысли не было, что так может все это затянуть и практически на всю жизнь остаться и связать свою жизнь со статистикой. Когда-то 34 года назад я устраивалась просто на вычислительный центр. У меня первое мое образование математик и планировала работу на вычислительном центре. Но потом все затягивает, наука грандиозная, статистика широкая.
широкая, все аспекты изучают. Потом я получила экономическое образование. Ну, вот так вот и не успеешь оглянуться, и прошло уже 34 года. Вот статистикой, в принципе, пользуются многие, я бы сказал, абсолютно каждый житель планеты, но не все знают вообще, как устроена эта служба. Вот можете как-то нас провести, да, вот в эти... Абсолютно вы правы, да, статистикой пользуются все, и даже, может быть, и не отдают себе отчета, что эти данные получены как раз статистическими органами и благодаря вот каким-то там способам, методологиям и прочее. Нас статистика сейчас в Республике Саха-Якутия немногим меньше 300 человек. Мы работаем в каждом районном центре, наше есть подразделение. Все специалисты наши с высшим образованием профильным, причем это экономисты, статистики, математики. Наверное, как вы знаете или не знаете, тогда скажу, что статистика – это раздел математики. Все связано, взаимосвязано у нас. И работают, значит, средний возраст наших сотрудников порядка 41 года. И все таким с хорошим стажем. Да? У кого-то, как и у меня, большой стаж, там, десятилетиями. Кто-то только приходит и начинает втягиваться в нашу службу. Но средний, статистика, и средний стаж наших работников – это 14 лет. Ирина Култарина, но есть такая крылатая фраза: статистика знает все. Так ли это? Ну, можно спорить, можно обсуждать, но я не буду. Я буду соглашаться, пускай так, действительно, потому что статистика изучает, собирает данные, обрабатывает, анализирует и дает возможность и ученым, и органам власти анализировать и использовать эту информацию буквально по всем направлениям развития республики, муниципального образования, начиная от демографии, сколько нас родилось, сколько нас есть, кончая, например, объемами, даже не кончая, а продолжая в ряду объемами инвестиций в основной капитал, сколько у нас построено домов, квартир, сколько произведено промышленной продукции. Вот какое направление вы не попадете, то это там, конечно, и статистика тоже принимает участие в сборе данных, предоставлении данных, ну и в понимании, что у нас происходит в целом. А произошли ли какие-то изменения в работе, может быть, просто в самой службе за последние годы? Конечно, как и везде. Цифровая трансформация, может быть, наверное, даже можно сказать, что она начинается в том числе и с Росстата. Росстат в числе тех органов, которые начал работу вот именно по цифровой трансформации. 2020 год, вот и условия пандемии, обязательность ограничений, контактов, он послужил большим толчком для развития в части обеспечения пользователей стат-информации и сбора стат-информации. То есть у нас ограничилась возможность встречаться. Раньше к нам люди приходили, сдавали отчеты нашим специалистам, в ящик бросали, постоянно, да, или приходили пользователи получать информацию. То 2020 год просто послужил радикальным толчком для изменения и для развития. Мы перешли абсолютно на безбумажный документооборот. Абсолютное большинство предприятий сдают нам отчетность уже в электронном виде. И, естественно, еще изменился способ предоставления статистической информации. Если раньше мы за год изводили тонны бумаги, у нас сумасшедшие закупки были, к нам контейнеры приезжали при закупках, вот этой вот коробки с бумагами, то вот с 2020 года и дальше, конечно, мы уже не останавливаемся. У нас предоставление информации идет совершенно иным образом. Я даже не скажу, что это скажу, предположим, представление информации в электронном виде, но это не в виде каких-то формальных файлов, вот отображение страниц, совершенно другим образом. Органы власти у нас получают информацию на веб-страницах ситуационного центра главы правительства. То есть у нас технологии у нас меняются, у нас цель статистики не меняется, знать все. Но способы, как это улучшить, как это облегчить, как это сделать быстрее и продуктивнее, и качественнее, они у нас меняются, и особенно последние годы. Ну вот цели не меняются, а планы на будущее наверняка какие-то стоят перед статистической службой. Поделитесь. Да. 2021 год для статистиков очень насыщенный. Мы уже весной этого года провели сплошное обследование субъектов малого предпринимательства, которое проходит раз в 5 лет. В августе этого года мы будем проводить выборочное обследование объектов сельского хозяйства, которое тоже проводится раз в 5 лет в межпереписной период, но тоже выпало на 2021 год. Мы будем собирать данные от всех сельхозорганизаций, крестьянско-фермерских хозяйств, и предстоит нашими переписчиками обойти 63 тысячи личных подсобных хозяйств. Грандиозное мероприятие, которое мы должны начать 1 августа и закончить 31 августа. Ну и самое ожидаемое, еще с 2020 года наше основное мероприятие
октябрь месяц. На этот период выпадает основной этап переписи населения. Значит, мы готовимся к этому, начиная мероприятие уже с 2019 года. Мы готовы, органы власти готовы, органы муниципальных образований тоже уже все готовы. Ну, наша только задача осталась подобрать персонал, который у нас будет работать в это время. Надо сказать, что и перепись населения тоже будет проводиться с использованием совершенно новаций, цифровых трансформаций. Ну, вот все, что можно в этом ряду сказать, все будет использовано. Как раз с октября месяца начинает работать цифровая аналитическая платформа. Это новшество. Цифровая аналитическая платформа Росстата, с помощью которой будет проходить и сбор, и обработка, и предоставление данных переписи населения. Переписчики наши по переписи населения впервые пройдут не с портфелями, с бумажными этими кучей бланков, а с планшетами. Перепись населения можно будет пройти еще, кроме этого, и на портале госуслуг самостоятельно. Поэтому у нас все будет абсолютно по-новому. У нас должно быть перепись, у нас должна пройти качественно. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем, кто хочет принять участие в переписи в качестве переписчика. Обращайтесь к нам, Саха-Якутия Стат. Мы вас ждем с нетерпением и обещаю, вы получите незабываемый опыт, который будете вспоминать многие-многие десятилетия. Наши планы, особенно учитывая перепись населения, действительно грандиозные. Надеемся, что все получится и все пройдет просто на высшем уровне. Ну и в завершении беседы ваши поздравления вашим коллегам. Я всех наших коллег, наших терпеливых, работящих, профессиональных статистиков поздравляю с этим праздником. Я желаю идти только вперед, ничего не бояться новшеств, инноваций, быть в нашем ровном строю, который идет вперед. Я всех вас поздравляю, желаю вам здоровья, счастья и успехов. Спасибо большое за эту замечательную беседу. Еще раз поздравляем вас с праздником, ваших коллег с праздником. Ну и уже отходя от темы, переходя дальше к нашему эфиру, вопрос такой: в детстве ли ездили в пионерские лагеря? Что можете рассказать про вожатых? В детстве, да, я тоже, как и все мы, в советском нашем счастливом детстве была в пионерском лагере, но, как сейчас помню, не один сезон, несколько раз, причем у меня было несколько попыток, не один сезон я там почему-то не смогла дотерпеть, на третий день приезжала мама под мои слезы и меня забирала, да, но все возвращается в нашей жизни, уже будучи студенткой Якутского госуниверситета, мы проходили педагогическую практику, после второго курса, по-моему, 2 сезона мы отрабатывали в пионерском лагере. И вот тогда-то я и почувствовала, что такое дети, которые то хотят, то не хотят. Все дети разные. И что такое работа воспитателей и пионер-вожатых, которые отвечают за эту работу, которым самим, наверное, больше еще интереснее, чем, может быть, и детям. Такая ирония получается. Да, все возвращается. Почему заговорили про вожатых? Потому что теперь не нужно от них убегать далеко, если продолжать эту тему, потому что появились такое понятие, как дворовые вожатые. Да, в Тампонском районе в этом году 6 образовательных организаций присоединились к реализации программы «Дворовый вожатый» Союза детских общественных организаций республики. С начала лета помощниками вожатых трудоустроены 15 школьников. Восьмиклассница Милена Фокина и Настя Вишневская – помощники вожатых детского оздоровительного лагеря «Планета детства» Хандыкской средней школы. Напарник девочек во второй группе – одноклассник Рома Курилов. Ребята проводят для детей утренние зарядки, творческие мероприятия и спортивные соревнования. По словам школьников, поработать помощниками вожатых их побудила любовь к детям, возможность заработка, а главное – общение. Я впервые устроилась на официальную работу, потому что раньше я как-то подрабатывала, но все же так официально с детьми работать, и оно мне в плюс в будущем. Быть вожатой значит, чтобы приглядывать за детьми, придумывать им игры, чтобы они не скучали, водить их по мероприятиям, на экскурсии. Мне нравится работать вожатой, так как много детей, разнообразие, посмотреть себя в этой сфере. Со мной пошла тоже работать одноклассница. И нам, попривычнее, получше, так как мы друг друга поддерживаем, как-то друг другу помогаем. В лагере «Планета детства» Хандыкской средней школы на 2 группы 2 воспитателя, а посещают 50 детей. Поэтому школьники-вожатые – главные помощники. Да и старшеклассникам намного легче найти общий язык с детьми, многие из которых почти ровесники. Мне нравится, что вожатые школьницы, потому что они добрые, все время с нами гуляют, играют и смотрят за нами.
В июле и августе работа программы «Дворовые вожатые» продолжится в селах Крест-Хальжай, Мегина-Алдан и поселке Хандыга. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тамбонский район. Доброе утро! В рубрике «Мой питомец» о каких только животных мы вам не рассказывали. Это и сурикаты, и еноты, и собаки, и ежи, и кошки, и многие другие. А вот о птицах вам еще не говорили. Да, и сегодня мы эту несправедливость решили исправить и расскажем вам о том, как содержат в домашних условиях самого настоящего ворона. Доброе утро! Сегодня мы будем с вами говорить о одной из самых умных птиц – это ворон. Эти птицы живут очень долго, около 30 лет могут жить. Это одна из самых умнейших птиц, они обладают интеллектом 7-летних детей. Если вы решите завести себе ворона, то нужно начинать с маленького возраста, с вороненка, потому что взрослый ворон уже не так приспосабливается к жизни с человеком, как маленький. Лучше всего, если вы найдете вороненка, возьмете его домой и начнете его обучать. Чтобы ворон был послушным и умным, с ним надо как минимум в день уделять 2 часа тренировок, занятий. Дома ему нужно большой вольер, где он сможет летать. Также периодически надо будет его выгуливать на улице, но нужно будет специальное оборудование или что-то такое, чтобы он не улетел от вас. Потому что эта птица такая, которой вы можете просто надоесть в какой-то момент. Если с вами станет скучно, то он, если захочет, он улетит. Питаются вороны почти всем. Их можно кормить, начиная с мяса, заканчивая овощами и фруктами. Еще я слышал, что если вы как-то обидите ворона, то он может запомнить ваше лицо, держать его в голове 5 лет и мстить вам за то, что вы его обидели. Также он может научить свою родню, своих детей тоже мстить. Вот, например, у него сломано крыло, и его нам отдали месяца 2 назад люди, потому что он жил у них полгода дома, но тоже это было нелегкий у них такой. В заключении можно сказать, что ворона вы просто так не купите. Их мало где можно купить, продаются они не везде. Если вы собираетесь поймать вороненка и сделать его своим домашним питомцем, то надо знать, что это сложный уход, это время. Опять же таки, ему надо уделять очень много времени. В принципе, вообще домашние животные – это такая тема, которая очень разнообразна, очень обширна, и порой удивляешься тому, что только люди не могут дома у себя не держать, да, домашних питомцев, ящерицы, пауки, вороны, опять же. А мы тем временем не перестаем удивляться тому, насколько обширная коллекция разных экспонатов в Национальном художественном музее. Каждую неделю в рубрике «Музейный гид» мы знакомим вас с уникальными шедеврами, которые хранятся в музее. И на этот раз этим утром знойным, жарким мы предлагаем вам охладиться, ознакомиться с картиной «Зимний Владимир» от живописца Владимира Юкина. Яковлевич Юкин – один из крупнейших советских пейзажистов второй половины XX века. Заслуженный художник РСФСР, народный художник Российской Федерации, один из основателей художественной группировки Владимирская школа пейзажной живописи. Владимир Яковлевич родился в 1920 году в поселке Мстера. Интерес и любовь к изобразительному искусству зародился в душе художника благодаря его родственнику, советскому живописцу Федору Александровичу Мадорову. Различные инструменты дяди художника, кисти, краски, палитра увлекли юношу. Он стал грезить об искусстве. Самым счастливым событием своей жизни художник называл день, когда был принят в Ивановское художественное училище. В годы Великой Отечественной войны Василий Яковлевич ушел на фронт. Почти всю войну художник провел в лагерях для военнопленных. Освободившись в марте 1945 года, он вернулся в ряды солдат.
Уже после войны он продолжил учиться, поступил в Львовский институт декоративного и прикладного искусства, много преподавал, творчески работал, принимал участие в выставках. Настоящий успех к нему и его коллегам Валерию Кокорину, Бритову Киму пришел после московской выставки «Советская Россия» в 1960 году, когда всесоюзно заговорили о новой сложившейся живописной школе. Представленные работы имели положительную оценку критиков. Художники Владимирской пейзажной школы имеют ряд отличительных особенностей. Это декоративность, яркость цветовых сочетаний, необычность образов и художественного языка, эмоциональность, оптимизм и, конечно, любовь к родной земле. В постоянной экспозиции Национального художественного музея Республики Саха-Якутия представлена пейзажная работа Владимира Юкина «Зимний Владимир», написанная в 1963 году. Зима – это холодное и студеное время года, преимущественно окрашенное в белые и серые цвета. Но взгляните на городской пейзаж Владимира Яковлевича. Здесь зритель не найдет и намека на серость и монотонность. Будничная жизнь города играет яркими, ослепительными красками. Невысокие жилые дома окрашены в оранжевый, красный, морковный и коричневый цвет. Немногочисленные прохожие спешат по своим делам. Ничто не нарушает повседневного течения жизни города. Привлекают внимание стройные стволы и ветви деревьев на переднем плане картины, представленные в живописном салатовом и желтом цвете. Снежное пространство играет различными оттенками фиолетового, розового и голубого цветов. Все многообразие цветовой палитры художника призвано показать и познакомить зрителя с горячо любимым городом Владимиром, именно таким, каким видел его художник, ярким и цветным, как радуга. Ну а далее наш эфир продолжит новостной блок. Передаем слово Сергею Михедову. Доброе утро. Продолжим эфир выпуском новостей. Архитектурный конкурс на лучший проект здания Всемирного центра «Мамонта» планирует провести в Якутии. Такое поручение дал вице-премьер республики Сергей Местников. Также по итогам совещания он поручил начать работу по выбору земельного участка, разработку проектно-сметной документации и дорожной карты. По словам Сергея Местникова, согласно распоряжению правительства России, работа должна вестись совместно с Минвостокразвития. Он добавил, что проект получил поддержку научного сообщества республики и ученых Российской академии наук. Сейчас самый разгар сезона овощеводов. В этом году площадь овощных культур пригородных хозяйств столицы составляет порядка 390 гектаров. Из них чуть больше половины выращивают крестьянские хозяйства. Одно из них – «Долина», которая расположена в Тулагино-Кильдямском наследии. Хозяйством 7-й год руководит Елена Минякова. Сейчас овощеводы ухаживают за картофелем на общей площади посадки в 30 гектаров, а сбор огурцов начался в конце мая. В хозяйстве больше 30 теплиц за день собирают 1,5 тонны огурцов. Продукцию реализуют не только в столичных магазинах, но и доставляют в Намцы и Нюрбу. Накануне отправили 1,5 тонны огурцов в Аймеконский улус. Кроме того, хозяйство «Долина» впервые посадило кукурузу на площади в 1000 квадратных метров. В этом году урожай у нас, спасибо, хорошо. В день сейчас огурчики выходят тонн 1,5 в день выходит. Сбываю по городу, у меня ярмарка выходного дня, палатки стоят по городу и также населенные пункты. От Намцев до Эмикена. Картошку в этом году я расширила, поле у меня 35 гектаров. В прошлом году у меня было 6 гектаров. И на сегодняшний день у меня договор на 350 тонн картошки. Я уже составила, хочу в конце сезона собрать вот эту сумму и сбыть.
С 6 по 11 июля в селе Бердигистях Горного Улуса пройдет 21-я спартакиада по якутским национальным видам спорта «Игры Манчары». В этом году в соревнованиях примут участие около 2000 спортсменов из 40 сборных команд. Всего разыграют 174 комплекта медалей по 11 видам спорта. Мирнинские легкоатлеты к «Играм Манчары» начали подготовку в прошлом году. Из-за пандемии в этом году и в 2020-м у атлетов не было соревнований республиканского уровня, поэтому делать прогнозы о том, как выступят мирнинские спортсмены на «Играх Манчары», пока сложно. В беге на длинные и короткие дистанции, также в якутских прыжках «Алмазный край» представят 8 спортсменов, 4 взрослых и 4 юниора. Наряду с взрослыми спортсменами у нас будут участвовать дети до 18 лет. Это уже давно культивируется в нашей республике, и поэтому вместе со взрослыми дети будут давать такие же очки своему родному улусу, району. К этому часу это все новости. Удачного дня! В эти дни начала свою работу традиционная выставка Saha Innovation 2021, на которой демонстрируются новейшие разработки, достижения в области науки и инновационного бизнеса. О целях выставки, о ее работе в условиях ограничительных мер и о том, что дает предпринимателям и разработчикам участие на Saha Innovation, мы сегодня поговорим с Ефимом Кузьминым, заместителем директора Технопарк Якутия. Ефим Станиславович, доброе утро. Доброе утро. Так, в двух словах мы уже сказали, да, что демонстрируются новейшие разработки, достижения в области инновационного бизнеса, но тем не менее, более подробно, да, более глубоко, какие основные цели, задачи этой выставки? Ну, во-первых, выставка Saha Innovation, она проводится уже 9-й год, и основной задачей это была популяризация инноваций в Республике Саха-Якутия и популяризация резидентов технопарка. Ну, на самом деле, на начало деятельности технопарка, на начало проведения первой выставки, да, то есть у людей не было мнения, чем занимается технопарк. И мы решили, что выставка будет отличным опытом для того, чтобы показать достижения наших резидентов. Вместе с тем резиденты могут найти инвесторов. Очень интересные проекты у наших резидентов. Они находят порой инвесторов вот на таких выставках. Ну и, соответственно, это популяризация. Основной мотив – это популяризация инноваций, популяризация технопарка. Нововведения какие-то есть в этом году? Ну, в этом году, да. Мы решили, что выставка – это хорошо, но кроме этой выставки все-таки надо показывать мастер-классы. То есть это уже состоявшиеся резиденты, которые могут показать свои достижения и показать пути достижения, да, то есть результата. Здесь мы посчитали это важным для начинающих стартапов, поскольку мы являемся как своего рода инкубатором же. То есть у нас более 160 резидентов, и не все видят пути развития своего бизнеса. Поэтому мастер-классы будут таким прямо толчком для стартапов, чтобы они видели ошибки и видели опыт, положительный опыт. Вот с прошлого года выставка проводится в онлайн-формате. Вот с какими-то сложностями сталкиваетесь именно по организации в таком формате этой выставки? Ну, сложность у нас одна, то есть поскольку мы являлись, ну и являемся сейчас, да, то есть достаточно открытая компания, то есть Технопарк всегда был за любые мероприятия и проводил мероприятия достаточно масштабного характера, то есть и вот большая сложность для нас это вот отсутствие такого личного контакта, общения с людьми на выставке. То есть наша выставка проходила в Исхатын, у нас свое ТГ было, то есть хорошее, оформленное. И нас посещало достаточно большое количество людей вот именно во время цеха. И вот мы здесь видим такую сложность для нас. Но вместе с тем сложность, она как бы подталкивает к решению, да, то есть проблемы. Мы перешли в онлайн-формат, как и вся страна в целом. И здесь мы увидели плюсы свои, да, то есть это расширение географии,
Если раньше мы говорили о том, что выставка будет проходить в одном месте и надо было там физически присутствовать, то сейчас на выставке могут присутствовать любой, ну, то есть кто зарегистрировался на нашем сайте sahaiinnovation.ru, любой человек, и показать свои достижения или свои разработки всей республике. Здесь мы видим, ну, несомненный плюс такого онлайн-формата. Ну, вот интересно узнать, какие эксперты привлечены к выставке в этом году. В этом году в качестве экспертов мы решили привлечь специалистов Министерства инноваций. Это наше вышестоящее министерство, которое нас курирует. Наших коллег из венчурной компании «Якутия». У них тоже достаточно такой серьезный экспертный опыт. Агентство по привлечению инвестиций, коллег из Северо-Восточного федерального университета, Арктического государственного агротехнологического университета и детского кванториума. Мы в этом году на выставке есть раздел «Юные изобретатели», где участвуют именно вот дети. Поэтому вот детский кванториум привлекли в качестве экспертов. И просто в двух словах, есть ли у нерезидентов технопарка, не экспертов, просто обычных жителей республики, которым интересна возможность как-то посмотреть выставку, раз она в онлайн-формате? Да, у любого человека есть возможность. Мы ведем круглосуточную, то есть трансляцию на сайте sahaiinnovation.ru. Те проекты, которые участвуют в выставке, они проходят обязательную регистрацию на этом сайте, а обычный человек может зайти на сайт, и там есть ссылочка, есть на прямую трансляцию. И здесь вот очень важно, да, вот поскольку я нахожусь в вашей студии, с призывом к друзьям, коллегам, тех, кто участвует на выставке, голосовать, участвовать в трансляции и переживать за своих. Принять активное участие. Да, принять активное участие. Спасибо большое за эту беседу. Надеемся, все пройдет замечательно. Выставка Sahai Innovations, но уже отходя от темы нашей, немного ее продолжая. Как вы относитесь к такому понятию, как, опять же, инновации, разработки и так далее, но в области кулинарии? Кстати, насчет кулинарии, я очень люблю готовить, и, знаете, вот все новшества, которые вот бывают вот именно в кулинарии, я в Ютубе вот нахожу, да, то есть это способ приготовления, допустим, супа фоба, вот, которые у меня дети любят, да, то есть или плов там с инновациями, это тоже относится к моей работе, возможно, да, то есть инновации это и в жизни, и то есть на кухне они всегда присутствуют. Но почему мы об этом сказали? Потому что инновациями в кулинарии занимается такой замечательный человек, как бренд-шеф. И это не шеф-повар, это совершенно другая специальность. Знакомимся с своей профессией. Максим, доброе утро. Вы бренд-шеф. Давайте поясним нашим зрителям, кто такой бренд-шеф и что входит в его обязанности. Бренд-шеф – это шеф-повар, который руководит несколькими подразделениями, разрабатывает новые меню, обучает персонал, дает новые какие-то вводит новые продукты, следит за себестоимостью продуктов, да, помогает разобраться в экономике заведения, то есть разрабатывает новые концепции, вводит новые ингредиенты. Это очень большой спектр, на самом деле, задач, которым занимается бренд-шеф. Но так как он ведет сразу несколько проектов, соответственно, на каждом проекте должен стоять еще и локальный шеф, который будет заниматься непосредственно выполнением тех задач, которые ставит шеф-повар. Как становится бренд-шефом? В любом случае начинается это с повара. Потихонечку человек учится, растет, обучается, развивается, становится сушефом, дальше становится шеф-поваром. А дальше, если какая-то перспективная сеть, то, в принципе, оно может расширяться. Соответственно, таким образом появляются новые проекты, нужно ими заниматься и потихонечку. Да, наверняка в кулинарии, как и во всех других отраслях, есть свои тренды. Вот какие на данный момент есть главные тренды в кулинарии? Сейчас стараются все, на самом деле, работать с локальным продуктом, перейти как-то максимально локализовать продукцию регионов, страны. То есть, если, допустим, мы возьмем Москву, то там локальных-то продуктов не так много, поэтому работают с продукцией всей страны, да, и ищут какие-то
фермерства, каких-то собирателей, которые помогают с продуктами, они их привозят. И, то есть, насчет этого, из этого уже, используя новые техники, новые знания, могут поднимать какие-то старинные рецепты, переосмысливать их и подавать как уже какие-то новые интересные блюда. Если говорить о местных продуктах, то на что можно обратить внимание именно в нашей республике, в нашем городе? В Якутии очень много интересных продуктов. Я, конечно, не так давно в Якутии, то есть я приехал сюда 3-й раз, а нахожусь здесь не очень большими отрезками времени. Очень мало еще чего попробовал. Но рыба это точно. Жеребятина очень интересный продукт, но пока еще очень мало его изучил. Вот. Очень много, кстати, интересных ягод, которые растут только здесь. Поэтому, я думаю, есть много всего интересного. Недавно узнал еще о луке, да, который дикорастущий лук, тоже очень интересный продукт. Бырпах меня поразил, на самом деле. Не знаю, насколько он местный. Да? Местный, да? Вот, да, прям очень интересный напиток. Они всегда цепляют. Ты его, в любом случае, ты пробуешь продукт, он тебя сразу на что-то наводит, тебе уже интересно, а что можно с ним сделать. То есть, как бы я пробовал бырпах, я не знаю, но я почему-то подумал, что, наверное, скорее всего, можно как-то его использовать в баре. В кухне он меня как-то пока еще не очень сильно вел, но напиток очень интересный. Жеребятина, я уже говорил, то есть я ее пробовал, но пока я еще не очень хорошо изучил. То есть, это такое интересное, немного для меня сложное мясо, потому что оно имеет такой характерный, может быть, даже сладковатый какой-то вкус. Пока еще не освоил его. То есть я его еще даже не пытался поставить в меню. Ну, это что касаемо кухни. Если брать шире, если брать в целом ресторан, то что сейчас превалирует? Это рестораны в стиле дорого-богато или какой-то минимализм или что-то может быть еще? Мне кажется, каждый ресторатор пытается, вот он находит какую-то площадку, либо еще что-то, и уже отталкиваясь от нее, создает то или иное заведение. То есть это, наверное, все-таки, скорее всего, от проекта зависит. Не обязательно дорого-богато. Очень важно же готовить вкусную еду, да, а какой вокруг тебя интерьер, это уже, наверное. Является ли показателем качества ресторана большое меню? Далеко нет. Большое раздутое меню очень тяжело вести, но это еще и не показатель того, что он плохой. Это уже зависит от шефа, готов ли он справляться с этим. Опять же, то есть большое раздутое меню, это, наверное, все-таки для заведений с большим количеством посадок. Там, когда большая проходимость, проще это контролировать и работать с большим меню. Соответственно, и штат на кухне должен быть большим. Считается ли правильным в Национальной Республике в каждом ресторане добавлять национальные блюда? То есть возможен ли якутский ресторан без индигирки? Индигирка – это скорее сезонный продукт. Все стараются его держать в меню, но в течение лета, мне кажется, его все-таки сложно поддерживать и подавать в достойном качестве. Поэтому это, скорее всего, больше сезонная история. Ну и, наверное, напоследок, все-таки бренд-шеф – это человек, который следит за вкусами. Различаются ли вкусы у московской публики и у публики якутской? Если да, то чем? Да, конечно, есть. Мне кажется, здесь в Москве делают более яркие вкусы. Здесь, наверное, они более такие ровные. То есть, на резкие вкусы люди немножко реагируют очень странно. То есть, когда ты делаешь какой-то яркий, сильный вкус, здесь немножко, может быть, это связано с характером местной кухни. Она все-таки такая более ровная, стабильная, без ярких вкусов. То есть, акцентирована на вкусе определенного продукта. Поэтому, конечно, есть. Да, нужно за этим следить, обязательно узнавать, пробовать. Да, Максим, большое спасибо за беседу. Было отлично. Спасибо. Большое. Всего доброго. Доброе утро. Меня зовут Максим Мясников. Я бренд-шеф рестобара «Крыша» и сети заведений в Москве. Сегодня мы приготовим с вами смёрброд с консервированным тунцом и сливочным кремом. Для этого нам понадобится бородинский хлеб, консервированный тунец, помидоры черри, немного красного лука, сметана, маринованный огурец, перепелиные яйца. Для начала подготовим крем. Для этого возьмем немного сливочного сыра, немного красного лука и мелко его нарежем. Добавим его в сыр, к нему добавим 1 ложку сметаны и хорошо перемешаем. Дальше мы туда добавляем консервированный тунец.
и все вместе перемешиваем. Также это блюдо можно приготовить и с слабосоленым лососем, заменив тунец на слабосоленый лосось. Ну и, наверное, придется еще заменить маринованный огурец на свежий. Огурец тоже мелко нарезаем. Добавляем его к тунцу. И все перемешиваем. Смесь у нас готова. Дальше нужно будет обжарить бородинский хлеб на сковороде. Хлеб у нас обжарился. Дальше мы берем, намазываем на него нашего тунца, наносим по всей поверхности, делим его пополам, выкладываем на тарелку, берем помидоры черри, перепелиные яйца. Если у вас нет перепелиных яиц, вы с легкостью можете использовать и куриные. Немного зелени. Я использую рукколу, но можно также использовать, в принципе, и укроп, и петрушку, и любую другую зелень, та, которая вам нравится. Немного сыра пармезан сверху. Свежемолотого перца. Блюдо готово. Приятного аппетита! Очень интересный завтрак. Мы на этом заканчиваем наш Да, эфир. всем шикарных выходных, отличного вам настроения. До встречи в понедельник. А мы перемещаемся сейчас на крышу, где нас ждет замечательный музыкальный наш традиционный сюрприз. Под самый, наверное, прекрасный инструмент музыкальный — саксофон. Thank you.